уважаемые коллеги, спасибо за приглашение. Сегодняшняя обсуждаемая тема, она, конечно, остро стоит в обществе. Вот, нам дали обзорную справку, так скажем, я так вот понимаю, глубокие специалисты, которые долгое время работали и работали в энергосистеме Абхазии. То, что проблемы есть, я думаю, сегодня в той или иной степени каждый посвящен нашей стране. Вот. Но, честно говоря, вот Аслан Георгиевич тут сказал о том, что вчера у вас была дискуссия, но мы об этом не знаем и нет информации, там, как вы обсуждали, в каком контексте. Но, значит, если была, то была мы так, в принципе, я ознакомлен с позицией Аслана Георгиевича, но тут у нас Резу Бахтонович, когда выступал, сказал о реформах, которые там планируется вносить, значит, некоторые изменения законодательства об энергетике. Вот, хотелось бы тоже понять, насколько это стыкуется с позициями разных энергетиков у нас в стране, потому что то, что проблемы есть в сетях, то, что есть проблемы генерации, и то, что у нас проблемы, это по большому счету все знают. Когда начался кризис, хорошая, да, статья для статистики, и сколько покупаем, тоже даже сегодня все это знают, правильно? Но я так понимаю, я сейчас дам, конечно, справочку по городу Сухум, что у нас происходит, но я вот так адресую вопрос, предполагаю, что после моего выступления еще дополнится информация, что стоит за реформой. Можно ли это воспринимать как реформу или некий инструментарий для того, чтобы оздоровить энергетическую систему, открыть путь инвестициям там, в энергетическую отрасль и так далее. И каков будет этот путь. Я думаю, что если уже говорить об этом, надо на это сделать акцент определенный. Потому что, конечно, у каждого, наверное, из тех, кто работал в бизнесе или работает там на высокопоставленных, значит, должностях, есть свое видение по тем или иным вопросам. Я думаю, потом я тоже, если выскажутся наши, значит, приглашенные тоже, да, по этому поводу, я тоже дам свой комментарий, если это решили. Да. Значит, город Сухум. У нас работает Сухумское управление энергосетей. Вот, трудится у нас там порядка 100 человек. Вот, абонентская база у нас до войны была порядка 38,5 тысяч. В настоящее время отфиксировано 28, задействовано 25 тысяч абонентов по городу Сухум. Значит, с учетом тех возможностей, которые было предоставлено для Сухумского управления энергосетей и Черноморэнерго в целом, установлены новые приборы учета, автоматическая система контроля учета расходов электроэнергии. В городе Сухум в настоящий момент 50% обеспечены из всей абонентской базы, порядка 12,5 тысяч. Ну, установлено, по моей информации, порядка 13, но оставшиеся находятся в тесте. Вот. Что такое сбор денег по городу Сухум? Значит, мы приступили к работе в 2020 году, у нас цифра была порядка 36-35, ну, приближалась к 36%. Сегодня, несмотря на то, что тариф увеличился, мы приближаемся по результатам этого года к 41%. За 10 месяцев выручка составила 182 миллиона рублей. Значит, что есть в управлении Сухумских энергосетей и каково состояние? Значит, как известно, у нас в городе 5 понижающих станций, это управление Черноморэнерго, это Сухум-1, Сухум-2, ИПИК, Баслат и Синоп. Да. Вот. Кстати, Синоп напрасно так выпал, потому что, по большому счету, ни с одной подстанции свободных мощностей нет. Вот Сухум-1 реконструируется, да, Тимур Иванович, там может появиться дополнительные возможности и есть возможности Синоп. То есть говорить о строительстве, об экономическом развитии или там привлечении дополнительных инвестиций в какую-либо из экономических отраслей по городу Сухум, где будет использовано электричество, можно сказать, на данном моменте отсутствует. Вот. Значит, у нас, я уже сказал, 5 таких подстанций, 9 распределительных станций, 325 трансформаторов по городу, которые в той или иной степени подлежат ремонту. Сейчас я вас попробую проинформировать, если позволите, что нам нужно сделать. Справка готовилась специалистами Сухумского управления электросетей и отдельными нашими специалистами. Нам надо... Что нужно сделать, чтобы восстановить сети по городу Сухум? Нам нужно порядка 100 километров кабелей, самых разного напряжения, вытяжки и так далее. Порядка 500 опор, я потом по деньгам тоже скажу. Вот. Ремонт трансформаторных подстанций.
порядка 30, это те, которые надо отремонтировать, и которые полностью под замену, нам порядка 12 необходимо заменить. Которые еще есть, там есть название такое комплексная трансформаторная подстанция, да? Их порядка 9 КТПМ, да, порядка 9 и так далее. Значит, выведена сумма, которая необходима для инвестирования, чтобы привести в соответствие. Я потом скажу, для чего это нам, кроме того, что получать удовольствие, что хорошие сети, хорошее напряжение, я еще скажу, для чего это нужно нам и крайне необходимо. Порядка 900 миллионов рублей, 920 миллионов рублей, приблизительно под миллиард. Если мы сейчас, эта информация была подготовлена по результатам 6 месяцев, она была, я думаю, сейчас с учетом роста цен, информация, наверное, поменялась, да, имеется в виду ценовая его составляющая. Думаю, где-то приблизительно 1 миллиард, может даже свойства. Плюс еще, если это выполняются работы, то там надо посчитать налоги и все остальное. Более 1 миллиарда рублей. Теперь, конечно, можно еще, наверное, какое-то время прожить с таким состоянием сети по городу, но я вас хочу отвести немножко в другую сторону. Но мы по городу за 2023 год потребили 500 миллионов киловатт-часов. 500 на нас выделило Черноморэнерго. Хотите, я вам скажу, сколько дошло до потребителей? 400. 100 миллионов потерь. 100 миллионов потерь. Это от подстанции, я не говорю по высокой, пока от Ингура дошло до Сухума. Или там с какой-либо другой стороны. У нас 100 миллионов потерь. Это означает 20% мы потеряли. То есть их просто нет, они ушли в воздух. Я сейчас не могу сказать, что это полностью, допустим, там, может, коррупционная составляющая, если кто-то кого-то нелегально подключил, с этим борьба идет, я по этому поводу тоже отдельно скажу. Вот. Но факт есть факт. 20% нет. В основном, если специалисты тут сидят, конечно, в глубоких познаний, наверное, они тоже согласятся с тем, что это технические потери из-за того, потому что у нас сети в таком состоянии. Какой выход? Я вот почему начал свое выступление, потому что мы говорим о реформах, мы говорим о привлечении инвестиций и так далее. Ну, какая форма должна быть? Если в Сухумах такое состояние дел, я думаю, ни в одном из районов лучше дела не обстоят. Да? Поэтому давайте, я вот хочу вернуться как раз к тому, что если говорить о реформах, о привлечении инвестиций и так далее, то мы все любим свою родину, мы все понимаем, что энергетика является основным локомотивом развития. Мы все понимаем, что она должна остаться государственной, подчеркиваю, и мое мнение такое же. Но никто не говорит, что оставаясь энергетика государственной, что привлекая инвестиции, частные в том числе, что она станет разгосударственной. Я с этим тезисом не согласен, но Слава Георгиевич, ты много раз на эту тему делаешь акцент. Я могу свои доводы тоже привести, что есть формы инвестирования, при этом энергетика остается государственной, все зависит от условий, прописанных в тех или иных договорах. О инвестировании, привлечении инвестиций. Не буду говорить сейчас, акцентировать на аренде, на государственно-частном партнерстве или многих других формах привлечения инвестиций. Поэтому я вот вначале, когда сказал о реформировании, потому что люди знающие выступают и глубоко имеют познание в энергетике, поэтому если есть возможность дополнить от себя, помимо общего представления, еще несколько слов своего видения выхода из этой ситуации. Констатация факта – это хорошо. У меня есть видение ситуации, как, допустим, выйти, но я хотел бы после того, как другие выскажутся по этому поводу, потому что если люди на эту тему не высказались, а я не собираюсь говорить впереди энергетиков по данной ситуации. Если будут ко мне вопросы, готов. Спасибо. Честно говоря, вот я когда говорил, да, мы говорили о том, что есть проблема, надо ее исправлять, привлекать инвестиции, ожидаем реформирования, поэтому, но если никто не хочет на эту тему высказаться, тогда... Не, мы тоже хотим, в рамках вашего предложения с удовольствием тоже пару слов скажем. Вы сказали о реформах, может, детализировать, или... Потому что реформа, все это упирается в законотворчество, понимаете, законодательный акт. Очень хорошо, что депутаты присутствуют, и профильные, и так далее, и с большим опытом работы в энергетике. У них, сказали, есть свое видение, целая презентация есть. Не то, что у нас времени нету посмотреть на это. Если можно, тезисно, да, о том, что есть проблема, мы уже много об этом говорили, и все об этом знают.
Что приборы учета и контроля становятся, я вам больше скажу, стоят приборы учета, люди все равно платить не могут. Не могут. И наш энергосбыт не может их отключить. Ввиду социального подхода по этому вопросу. Там, где установлено 12,5 тысяч, там есть долги. Там есть долги, там нет такого, что поставили прибор учета, когда у него закончились денежки, его взяли и отключили. Да, он оповещается, человек приходит, но не может он это дело оплатить. Все, кто решение принимает по тарифам, изъявите, Министерство экономики здесь, депутаты здесь, все остальные здесь, пожалуйста. Смотрите, углубляйтесь в этот вопрос тарифной политики. Если нужна градация дополнительная, тоже можно сделать. Кто кого здесь, я не понял. Это общественная палата, вы хотели до них привести, что вы готовы тарифы пересмотреть? Ну, хорошо, делайте. Но ситуация такая. Если мы что-то хотим реформировать, давайте скажем про реформы, каждый выскажется. Я думаю, что у наших, у Министерства экономики, наверное, есть какие-то мысли, у Резу Платоновича есть, Руслан Георгиевич тоже может дать предложение. Мы для этого позвали. Перейдем вопросы и ответы, и мы уйдем в какую-то полемику, которую... Здесь, конечно, работа Черноморэнерго и сетей по поводу монтажа системы учета и контроля, да, ну и работа оперативных штабов. Это и технадзор, и управление внутренних дел. Система. И, да, все вместе. Мы провели порядка 20 заседаний. У нас до сих пор работают оперативные группы смешанные. А мы отключили порядка 2000 машинок майнинга за время борьбы. Только в черте города. Только в черте города. Сейчас последние меры. Мы реагируем на все объявления, которые пишут о том, продаю, покупаю. Мы закрыли все мастерские в городе, где кто-то как-то чего-то пытался это ремонтировать. Это все дает результат. Это все дает, конечно, да, прибор учета. Это прибор учета, он дал свой результат, но я могу сказать, я, кстати, в своем выступлении не говорил, мы по потреблению по городу Сухум приблизились к цифре даже не 2020 года, а 2019 года. У нас по городу Сухум, если пик был в 2021 году плюс 90 миллионов киловатт-часов по отношению к 2020 году, в 2021 году за год, то сегодня мы даже 2020 год перещеголяли. Вот, да, есть погодные условия, не такая суровая зима, все понятно. Отслеживается ситуация, и группы тоже работают помимо приборов учета. Ну, я уже говорил о своих плюсах, но еще есть нюанс, имеется в виду, люди не могут платить по показателям, где установлены приборы учета. Поэтому здесь, конечно, свои плюсы есть по потреблению, но есть еще плюсы. Спасибо. Я должен был добавить, потому что отметить работу оперативного штаба и других служб, которые задействованы. Технический надзор, управление внутренних дел. Мне самый главный ключевой вопрос – контролировать. Контроль не можем. Даже над этими наивными или что ли. Не воровать, не грабить. Это самое главное. Ты понимаешь, может, как главный энергетик страны. Нет? Ахарет Харахов. Эдик. Помогите энергетикам, они все сделают. Когда дома воруют, никто не арестован. Сгенерирует, что такое 40%? Миллиард 700. Миллиард 700. Оттуда начинаются наши... Нет, наша миллиард 700. Наши миллиард 700, повышение миллиард 700 кризисные моменты. Да. Но экономия электроэнергии в 30% как раз приведет к этим цифрам, ну, к 2 миллиардам приведет. Минимум 30%. Да. Но сейчас 3 миллиарда. Экономия... Сейчас 2,5 миллиарда. Да. Но я говорю от того, что было. Было 3 миллиарда. Стало сейчас где-то 2,6. И продавать ничего не надо. 400 миллиардов сократили. Сегодняшний день потребление 2,500. Правильно я говорю, я заблуждаюсь. 2,500 мы берем. Давайте попадем. Можно я с учетом того, что мне все-таки я высказался по поводу того, что надо что-то менять в том разрезе, значит, было, которое сказано Резом Платоновичем. Аслан Георгиевич дал свои комментарии по этому поводу, сослался на вчерашнюю встречу с вами и так далее. Ну, я начну тоже по порядку. Аслан Георгиевич, вы привели в пример наше недружественное государство Грузию, но не отметили, что там у них есть альтернативный источник, имеется в виду газ. Если бы газа не было бы, наверное, они таких результатов не добились бы.
Это первая реакция моя, которая пришла сразу на те цифры и проценты после установления серьезного контроля над расходами электроэнергии. Люди начали там выбирать. У нас такой альтернативы нет, и добиться такого процентного соотношения экономии, я думаю, у нас не получится. Второе. Ну, не знаю, надо смотреть и так далее. Что касается документов 2017 года. Я, честно говоря, тоже с ним знаком, и прекрасно ты не помнишь, мы с тобой вместе работали в правительстве и так далее. Сегодня 2023 год. Заявлять о том, что там по некоторым позициям можно существенно спустить затраты, я бы сказал, это чуть-чуть так, для меня, во всяком случае, неосторожно. Я приверженец того, чтобы провести новый технический аудит энергосистемы Абхазии. На сегодняшний день, в следующем году, найти эти деньги, уважаемый депутат парламента, найдите, пожалуйста, эти деньги в бюджете. Я, может быть, смогу сам в городе сделать техническую часть вопроса. Она у меня уже, в принципе, есть. Нужна некоторая детализация. Для того, чтобы понять, где чего нам нужно делать. Я имею в виду в сетевом, кабельном хозяйстве, по высокой, по низкой. Здесь плясать цифрами, знаете, я тоже умею, сейчас начну вспоминать. Там было разбито, кстати, несколько стадий. Ты правильно говоришь о том, что это не сразу нужны деньги, 20 миллиардов. Там было разбито. Но сейчас ситуация изменилась. Я вам хочу сказать, потери по городу Сухум, они не сегодня стали 98 миллионов киловатт-часов за 10 месяцев. В прошлом году они были 95, в 2021 году были 80 и так далее. Один год были 60. Откуда это берется? Из-за изношенности сетей. Поэтому ситуация 2017 года сегодня совершенно другая у нас. Во всяком случае в городе. Поэтому много чего делается, конечно, по инвестпрограмме и так далее. Вот. Поэтому теперь, что касается там, пересмотра и так далее, тарифной политики, влияния бизнеса на тарифную политику, вы знаете, что я пока все 30 лет доверяю своему правительству, своему президенту, депутатам парламента и так далее. И уверен, что ни один бизнес не сможет взять зависимость руководства страны, всегда социально ориентирован. Это мое глубокое убеждение. Бизнес будет влиять, или отдельное лицо будет влиять на какую-то тарифную политику. У нас еще есть, помимо этого, общественность, которая очень чувствительно реагирует на эти вещи. И там мышь не проскочит. Я так это понимаю. Другое дело, что, вот, как сказали мои коллеги здесь, да, депутаты парламента, надо работать над тарифами. Там, и, кстати, в следующем году не 2,70, а меньше. Там, Не в следующем году, в 26-м году. Говорил, да, сказал, что у нас будет там, вот 2,70. В следующем году повышение, в 26-м 2,70. Ну, в 26-м еще там 3 года. Кстати, я тоже противник, допустим, если меня лично спросить, что такой тенденции, да. Но при всем при этом, то, что предлагают депутатами, конечно, это хорошая вещь, да, посмотреть по социальной градации, скажем, социальному лифту, кому какой тариф применять и так далее. Может быть, это тоже улучшит состояние платежной системы. Говорить о том, что население будет платить, ну вот ты сам говоришь о цифрах 55% на там 17 год, на 18 год. Там вот если посмотреть, 90% было у нас с тобой собираемость от юридических лиц, а физики всегда... Я сказал общая собираемость. Да, общая, да. Но она же упала. В смысле? Нет, не упала. Она не упала, Александр Георгиевич, потому что упала у нас и юридические лица тоже провалились. Ислам Петрович, сразу, извините, пожалуйста, сразу просто. В 2020 году собираемость, значит, 40%, в 2021 году 34,9%. Может, по городу Сухум у вас информация такая, я говорю общую собираемость по Черноморэнерго. У меня цифры все, в 2022 году 41,7%. То есть с 2020 года 40%, в 2021 45%, в 2022 году 42%. Резо Богданович, тогда 2 по 15, это итого 30, и вы говорите все равно 100 миллионов, но как-то не вяжется, потому что 100 миллионов это 11 мегаватт мощности, у вас даже наполовину не выходит. Если бы хотя бы наполовину будет станция задействована, уже должно быть 150 миллионов. Я не сильный энергетик, но справочный материал иногда читаю. Да, давайте так. Понимаете, Еще раз, пожалуйста, я вас очень прошу, со мной по техническим показателям не спорьте. не спорю, нет, я просто интересую. Высказывание ваше носит такой публичный характер. Не публичный характер. Вы тут публично уже столько всего сказали. Вот смотрите, рассчитывала 2 по 20, итого 40 типа, да? Рабочую тут, как Резо Богданович говорит, там какая-то должна быть, бывают пиковые вещи и так далее, да? Но, ту информацию, которую, допустим, до нас была доведена раньше, позже, я тоже работал в правительстве, руководил аналитической комиссией когда-то и так далее, в районе 20 мегаватт.
Оно должно было как бы, да, в среднем режиме. Нет, То, что вы сейчас, нет. ну, хорошо, нет, вы когда у вас... Я вам преподал маленький урок, Так все далее. вам станет понятно. Расскажу. А тогда смысл, зачем ставить 2 по 15, если вы 11 собираете из всего 30-мегаваттную мощность, зачем ставить? Это экономика, что ли, другая? 2 по 15 ставите, а вы цифры даете 100 миллионов, которые дают выработку в среднем год 11 мегаватт. Вот, мне персонально обратился человек, могу ответить сразу. Значит, данная форма привлечения, скажем так, партнеров, инвестиций, бизнеса, компаний, как хотите назвать, да, вот, она, ну, в данном случае озвучена мною, и я раньше от тех, кто участвовали в этом процессе, ну, многие годы, наверное, такую форму привлечения не слышал, поэтому глубоко углубился в этот вопрос и считаю возможным использовать данную схему. Кстати, у меня есть страны, где это используется. Турция здесь на первом месте, Таиланд, Тайвань, там, Израиль, Индия, Иран. В Америке, в 4 штатах, Российская Федерация, это называется проектное финансирование. Пришли, привлекли деньги, отработали, ушли, вернули назад. Вот. Я считаю, что это, наверное, сегодня один из вариантов для того, чтобы привлечь инвестиции. Во всем мире что? Вот. Конкретно, смотрите, для того, чтобы конкретизировать это сейчас озвучено как одна из форм возможных привлечь инвестиций в инфраструктурный проект. Это не может быть только энергетика, это может быть дороги, мосты, сооружения и так далее, и так далее. Вот. Поэтому я это озвучил, потому что я уже где-то об этом говорил, и сейчас тоже решил воспользоваться возможностью и озвучить это в общественной палате. Потому что я готовлюсь к такому разговору, собираем данные, собираем, значит, возможные инвестиции, которые нужны. Вот я вам перечислил, это укрупненно, как Аслан Георгиевич выступил. А здесь надо немножко детально сделать. Технический аудит будем делать в прошлом году и поймем, сколько же денег нужно нам для того, чтобы инвестировать. Открыто, не скрывая, провести конкурс, пожалуйста, пускай. Не знаю, как со стороны Грузии вряд ли они до Сухума захотят инвестировать. Я думаю, Гальским районом там обойдутся. Вот. Другие инвесторы, которые смогут в этом деле поучаствовать с определенным сроком окупаемости и доходной части для них. Все. Список где-то применяется, пожалуйста, в открытом доступе есть, кто хочет. Но ни о какой собственности, перемещении речи идет. Но, честно могу сказать, я Аслан Георгиевич тоже это знает, законодатель наш знает, закон это право ограничивает сегодня. Ограничивает. Потому что за этим можно, наверное, да, какие-то, ну, я не знаю, риски того, что кто-то пользуется, вдруг случайно станет утром собственником. Ну, в этом плане, знаете, уровень доверия к государству, правительству, к общественности, и не только к общественности, просто людям тоже должен быть на уровне, когда такие вещи, значит, можно поставить в зону риска. Не считаю, что они являются зоной риска. Потому что у нас пока государство есть, когда его будет. Насчет технический вопрос, пожалуйста, кто был сейчас? Улихан, можно вопрос задать? Вопрос можно задать? Можно, но у нас... Быстрее будет найти потребителя. И насчет маленьких можно найти? Если везде счетчики стоят, да, а у нас не везде стоят, поэтому сложно. А с теми майнерами, которые взяли, как Я бы сколько пишу. По городу Сухум так и сделали. Оперативный штаб начинается с того, что мы запрашиваем, какие нагрузки на какой подстанции. Исходя из этого, туда едет оперативная группа, начинает работать. Но адресно прям домой прийти не получается. Выявляется подстанция, которая работает под нагрузкой, какой район она питает, и вы вынуждены идти по адресам. Вот из практики, которая частично тезисы Давида Чичевича признаю и скажу очень коротко. Вот все, что мы сегодня обсуждали, можно решить, если два главных аспекта разрешить в этой системе. Коррупцию и политизацию. Это два главных вопроса. И третье. Просто ни разу за все это время не прозвучало. Я думаю, что мы, особенно сотрудники системы энергии, должны быть признательны майнерам за то, что они провели такую серьезную экспертизу, сколько может выдержать система
система. Если вы действительно хорошо посчитаете, кого и сколько было подключено, за минусом майнер и реальное потребление, вы поймете, что может выдержать ваша система. Юлия Михайловна, никакого программы. Уважаемые коллеги, Народ останется без электричества или нет, никто вопрос не задал. Впереди нас отключения ждут или не ждут. Народу завтра что скажет? наверное, из нашего вот этого... Вот 900 миллионов мы не знаем, дошло государство, не нашло, это мы не знаем. Город, по крайней мере, на празднике не останется без света. На празднике. Выводы эти 15 рабочих дней, людей привлекают, привлекают, остаются или дома, и едут. за такой обстоятельный, долгий, трехчасовый. Сама. Что-то снимаешь.